Сардар Фараджев, Рандалетта. Это национальный азербайджанский инструмент, называется тар, щипковый струнный инструмент, который сейчас внесен в нематериальный список ЮНЕСКО при поддержке фонда Гейдара Алиева в 2012 году. Является уникальным инструментом, 11 струн, 22 ладов, 5 из них, которые, получается, без них никак невозможно сыграть мугам, вот эти четверть тона, которые. Это все сделал, систематизировал Үзель Гаджибеков, великий азербайджанский композитор, в начале 20 века. Ариф Меликов, «Мечты Канде» из балета «Поэма двух сердец».
И в письменных источниках X век показывает, X век, это было 2500 годов в Шумере, в византийском как бы, культура. Астор Пиццола, Либертанго. Великий азербайджанский тарист Садыкджан поднял вот тару на груди. Вот раньше на колени играли, а сейчас он уменьшил объем тара, увеличил число струн, и сейчас получился вот объем уменьшился, и получился вот такой контрастный вот звучащий инструмент. Дерево из чего это? Это тутовое дерево, тутовое, а это ореховое дерево, это кальки, это грушевое дерево, это перламутр, это для и красоты, и для звучания. Почти 100 лет, как бы Страдивари. Саид Рустамов, пой тар.
ваш друг. И Не как только, вы это не только ощущаете? друг, это я, как бы это второй мое я. Через него я передаю все мои эмоции. Она моя любовница, это второй сахиб, это моя душа. Фикрет Амиров, я найду тебя. Giora Feidman, let's be happy.
отец был таристом, сейчас он дирижер, народный артист Азербайджана, он иногда играл тар, а я раньше был пианистом. Когда я слушал тар, вот эти звуки все вот просто очаровали меня, да. Это прошло вот 5 лет, уже у меня было 12 лет, там, уже я сказал папе, что папа, я хочу стать таристом, вот ни с того, ни с сего. А оказывается, он этого ждал, потому что он тоже хотел, чтобы я стал таристом. И так получилось, что 12 лет я стал таристом, 4 года я уже завоевал первый свой конкурс, первое место. Так получилось, что я нашел себя.